ekskursiya bo'linglar. Sizlarni oynaklarni biz qilyapmiz. Хотите, садитесь, ребят. Да. Здравствуйте. Kim ulgursa o'tiradi, qolganlar turadi. Ozgina bo'lsa rus xalqini urf-odatlarini, keyin bu yerda ajoyib qadimiy narsalar saqlanib qolgan. Shular bilan ham tanishtirib chiqishadi. Bizni direktorimiz Yevgeniy Veniaminovich shu markazni direktorlari bo'ladilar. Biz har yili eng zo'r talaba gruppalarimizni mana shu markazga taklif qilamiz va tanishtirib chiqamiz mana shu markaz bilan. Hozir bilan ozgina bo'lsa tanishtirib Друзья, появлению моих видео стало возможным в том числе благодаря участию сервисного центра HP Computers. Именно здесь я приобрел надежные SSD-диски, а замечательный микрофон для записи репортажей стал подарком от Акмала, основателя центра. Совсем недавно у Акмала был день рождения, и от имени канала «Наманган сегодня» я от всей души поздравляю его с этим событием. Кстати, сервис находится совсем недалеко от института, где учатся наши сегодняшние гости, студенты и их преподаватели. Так что, друзья, если техника подводит, вы знаете, куда обратиться. А вот этот мужик явно об этом не знал. Ваш компьютер завис? Думаете, пора выбрасывать? Стоп, не торопитесь! HP компьютер вернет его к жизни. А также ремонт ноутбуков, оргтехники, офисной и бытовой техники, удаление вирусов, настройка ПО, чистка и ускорение работы устройств, заправка картриджей, настройка любых Wi-Fi роутеров, выезд на дом, быстро, качественно и по доступной цене, диагностика, ремонт, продажа. Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в Наманганском областном русском культурном центре. Ну, немножко расскажем о себе. Нам уже 25 лет. Да. И мы занимаемся, так скажем, сохранением русских традиций, русской культуры среди тех людей, кто проживает в Наманганской области. Да, и мы к себе, значит, приглашаем не только граждан русской национальности, потому что русская культура, она такая, что она, так скажем, затрагивает разные слои населения, и поэтому у нас много граждан других национальностей, всех, кто интересует, всех, кого интересует история России, русская культура, русские традиции, праздники, ну и так далее. Вы, например, все, наверное, слышали, что есть такой, да, такой праздник, как Масленица. Слышали, да? Если вы слышали про Масленицу? Нет? Maslenitsani eshitganmisizlar? Что пекут на Масленицу? Блины, да? Блинчикlar, а? Блинчики. Блинчики все кушают, да? Да. Bizlar ro'za bo'lganga o'xshab, Yo'q, Maslenitsa Navruzga o'xshaydi. Maslenitsa Navruzga o'xshaydi. Ro'za u dinniyniki narsa, bizda post bo'ladi и Qurbon hayitga o'xshab Pasxa. Bu dinniki narsa. Maslenitsa u xalqiga nimasi? Bayram Navruzga o'xshab zamanaqa yangi yilga issiq kelganlar, quyosh kelganlar, xursandchilik. Quyoshga o'xshagan bilinchi pishiradi o'sha. Ну, блинчики уже стали сейчас многонациональной едой, потому что ее кушают во всем мире. И поэтому этот праздник, вот сейчас его тоже празднуют во всем мире, в том числе и у нас. Ну, символ Масленицы — это как раз блины. Разные бывают блины. Просто блины постные, бывают блины с вареньем, с творогом, с мясом. С икрой! С икрой. С красной и с черной. Черной бывает и все остальное.
Ну, на Масленицу тоже, как говорится, празднуют определенные, так скажем, праздники, да? Да. Какие-то обряды есть народные. И эти народные обряды всегда сопровождаются музыкой. Поэтому у нас тоже есть свои народные музыкальные инструменты, такие же, да, как и у других народов. Вот один из таких народных музыкальных инструментов, наверное, все слышали, да? Как называется он? Балалайка. Балалайка. Кто умеет играть, может поиграть. Это рабочий инструмент. На Да. дойру похоже. Ну, вроде Тоже струны. трехструнные, извлекает звуки. Балалайчники у нас целые оркестры есть, которые именно балалайки бывают разные. Вот таких вот маленьких балалайчиков, на которых тоже играют. Да, вот таких гигантских балалайк, которые даже поднять очень тяжело. Как контрабас в симфоническом оркестре, вот такие же есть огромные большие классические балалайки. Вот гармоника, как называется гармоника, у нее много разновидностей, аккордеон, баян. А аккордеон, он уже международный, потому что это тоже перекличка культур. В Южной Америке очень такая популярная, в Италии, вот это просто с этим, ирландцы, это уже международный такой инструмент, и как много что из инструментов исторически установить документально зарегистрированных фактов, что вот именно этот народ этот инструмент придумал, нет. Так же, как вот с дойрой, с дутаром, дутар, рубов, это все уже международное. Мы вот в этом году мы записали на конкурс смуглянку, заняли 2-е место в международном конкурсе с помощью наших друзей из 11-й музыкальной школы и исполняли смуглянку в узбекском стиле национальном. И инструменты были из оркестра Ланга. Музыку я попросила аранжировку сделать вот это. Люди звонили, писали, что это было так приятно, они 100 лет уже в Мангане не были, они вот до слез, что это вот наши так могут. Большое спасибо ребятам вот из оркестра, которые так сделали. Это международное. Гармоника это симфония. Вот. Ну, вообще музыкальный инструмент баян. Но для, так скажем, для народных праздников вот чаще используют небольшие музыкальные инструменты, гармоника называется. Они вот такие вот маленькие-маленькие, когда... Ну, если большие. Если в цирк когда-нибудь заходили, вот иногда клоуны выступают, у них там в руках есть, да, они прям сюда или вешают, вот маленький-маленький, получается, раскрывается, и там звук совсем другой. Вот это называется гармоника. Это с самого начала. А вот такие вот, это баян уже современные инструменты. Вот. Сейчас minutочку. Ba'zi portallarga tarjima qilib berish kerak ekan. Haqiqatan bu hozirgi sizlarga aytib berilayotgan, ta'riflab bergan rus xalqini urf-odatlarini ta'riflab berishyapti. Ya'ni bu mana bu garmonika, bu hozir xalqaro instrumentga aylanib ketdi. Cholg'a asboblar ruslarda ham ishlatiladi, Amerikada ham ishlatiladi. O'zimizni cholg'u ansambullarimizni ichida ham ishlatiladigan instrumentga aylanib ketdi. Endi bu o'zimizda dutor bo'lsa, bu ruslarni xalqaro asbobi hisoblanadi. Balalayka deb aytishadi. Shuning uchun endi bu kichkinadan boshlab mana shunaqa kichkinagina asbob sifatida katta asbobga o'xshab ketgan instrument. Ruslar ko'proq mana shu xalqaro qanaqadir ashulalar, konsertlar o'tkazayotganda mana shu nimani cholg'u asbob sifatida eshitib Ruslarda milliy cholg'u asbobi. Ruslarda Kichkinasidan mana balalayka, garmonika, qo'shiqcha, именно anaqa. Ishlatiladi bo'lsa, уже orkestrda so'zlaydi. Ana любой ashula aytadi. Bunisi ham mana shundoq ushlasam. Da, mana shunaqa qilib Ustalar hamma yoqda bo'lsa,
ашура айтышы мүмкін, сөз айтмастан. Барбір мелодия музыкасы нымасы білініп тұрады. Ну там учиться надо. Просто так не побьешь, там специальный ритм есть. Правильно, как пальцы надо между двумя ложками вставлять. Потому что если неправильно палец поставится, звук совсем другой идет. Да. Вот, видите? Амриком отбивается специально. Вот Ana, так, да? Marikada o'sha. Baribir böyle ortaya chiqadi, mana shu. No, amolekim. Там палец подставлять надо между. Вот. Да, и в ладошку, чтобы звук шел, когда немножко круглый, тогда и звук идет. Kimlar Yani yana bitta cholg'an bo'lib hisoblanadi. Это для щетки, да? Видите, поэтому называется трещотка. Это музыкальный инструмент. Сейчас его нигде нет, это только в народных оркестрах применяют. Нет, нет, это дерево. Yo'q, qoldi. Bekzodga ham yoqib qoldi, tenga-tenga. Молодец. Все, в оркестр вперед. O'zbeklarda dutor bor, setor bor. Dutor degani bu ikkita tor degani, setor degani uchta tor degani. Balavayda ham mana uchta tor bor ekan. Setorimizga nima? Сюда. А вот смотрите, вспоминаю, вот если на струнах играют, нет, что вы, я просто хотела сказать, вот у нас есть музыкальный инструмент чанг, да, мусульман, большой вот такой инструмент, там точно так же струны, и вот на этих струнах, как на ксилофоне, с шариками специально играет. Вот представьте, помните, если советский фильм «Садко»? Да. Вот помните, у него в руках был инструмент тоже. Вот, ну представьте, что это как будто чанг. Вообще это гусли. Да. Точно так же по гуслям вот так вот играют специально, Очень чтобы много можно было. музыкальных Да. инструментов очень похожи. Похоже, да. Поэтому Да, развитие народов один одинаковое. народ, другой народ получается. Балалайка, дутор, гусли, чанг, они очень такие, почти похожи. А вот теперь смотрите, интересно, есть у нас обувь у мусульман и с русскими связанная. Вот если вот такие вот вещи, которые носили на ногах, да? Qadimda birinchi hayotlardan birinchi bitasi, deydi. Вот смотрите, они называются лапти. Почему они называются лапти? Ну-ка вспоминайте, пожалуйста, есть медведь, да? У медведя есть лапа. Вот почему они называются лапти? От того, что на ноге самый низ подошвы, вот так, когда наступаешь, она широкая. И вот поэтому вот эти лапти называются, это именно подошва. Лапти называется подошва. Поэтому, а из чего они изготавливают? Ну-ка вспоминайте, пожалуйста. Из коры. Какого дерева? Береза, наверное. Наверное, береза. А еще помимо березы есть еще вяз, потому что береза все равно тонкая, оно на одну неделю хватало. И именно лапти делали кто? Выполняли именно родители. Их брали именно весной и летом. И брали не просто верхнюю кору, а с обратной стороны у коры. Если мы когда кору смотрим, там же есть вот эти вот ниточки какие-то. Вот там второй слой, вот из этого второго слоя вот делали вот такие вот лапти. И был вяз, была береза, была ива, вот как у нас ивушка. Но она, правда, самая тонкая была. И вообще лапти, когда делали, они на одну неделю хватали. Но вот у японцев, у них тоже есть туфли какие-то деревянные на колодках, помните, да? Вот у русских точно колодки. Вот точно так же у русских делали вот такие вот лапти. Но если зимой нужно было походить, делали дощечки специально, чтобы на вот этих дощечках, как у японцев, можно было тоже ходить. Ну, на 2 недели хватало. Но от того, что было холодно, они все растворялись, расползались. И даже для того, чтобы можно было лапти носить, их делали. Вот видите рисуночки, да, квадратики? Вот эти квадратики повторяли несколько слоев для того, чтобы они были крепче. Да, чтобы было прочно. А помимо этого еще одевали материю на ноги. У нас сапоги мы носим,
которые, как называется, на хлопок, когда одеваем? Нет, кирзачи. Кирзовые сапоги. А вот в кирзачах мы вовнутрь материю какую вставляем? Ну, портянки. Портянки. Вот у вот этих лаптей тоже были портянки, назывались они онучи. Было где-то на 30 сантиметров вот такой вот, и нужно было всю ногу обматывать. И обматывали ногу вплоть до колена. И вот из этой бересты еще специально делали лыка, тонкую-тонкую полоску. И вот этим лыком точно так же обвязывали для того, чтобы было крепче. Вот как Ну, раз Валенька хотела. Да. Можно сказать, сначала переведем, а потом к валенкам перейдем. Tushungan bo'lsanglar agar Tushunmagan bo'lsanglar. daraxtlarni shu qadimda poyabzal bo'lmagan payti. Bo'lmagan. Qadimda oq qayindan yoki yana boshqa daraxt bo'lgan. Bu oq qayinga nisbatan ancha pishiqroq. Bu oq qayindan bajarilgan bu lapti ilgari tufli bizga o'xshagan как калоши у нас, узбекские. bir haftaga yetar ekan oq qayin. Yana berezda? Берез, да, Berez береста. degan yana boshqa daraxt bo'lgan. Bu endi pishiqroq. 2 haftaga yetadigan oyoqqa poyabzal bajarilgan ekanda. Bu endi buni aytadigan bo'lsa, buni o'zini qishda buni kiysa o'rnida nima bo'lib qolar edi? Sovuq o'taradi. Shuning uchun hozir bizlar bilan hech qayerda ko'rmaymiz, ammo lekin ilgari paxtaga borgan paytimizda paxtaga bolalar kerzovый сапог kiyar edi. Kerzovый сапог. Kerzovый sapogni kiyishdan oldin oyoqqa birinchi paytava Лаптовая ткань, да. Shuning uchun mana shu laptini kiyishdan oldin paytava oyoqqa yaxshi chiroyli o'ralar edi. Keyin только buni kiyib, keyin ko'chaga chiqsa bo'ladi. Qish paytida bu bir pas ichida nima bo'lardi? Bir pas ichida ajralib ketar edi. Shuning uchun buni tagiga yana yaponlar bilasizlar, qalin mandaqa nima kiyib olishar edi. Kinolarda ham ko'p ko'rasizlar. Yaponlarda o'ziga yana shularda ham oyoq kiyimi bo'lgan, qadimgi oyoq kiyimlari. Ularda oyoq kiyimlari haligi yerdan balandroq ko'tarilgan, haligi qattiq taxtalar bo'ladi, yurishlari ham boshqacharoq bo'ladi. Endi ruslarda ham xuddi shuni tagiga yaxshiroq bo'lish uchun, sinab o'tmaslik uchun, sovuq o'tmasligi uchun ana shunaqa nimalarda, dashechkalarda, ya'ni mana bunaqa taxtachalarni ustida bog'lab olib, birga bog'lab olib kiygan ekan. Shularni hozir ular aytib berdi. Ulardan keyingi davrlarda valenkalar, mana endi hozir valenka haqida gapiramiz. Mana shularni to'qishni o'zi keyinroq o'ylab topishgan. Ungacha qadimgi zamonda mana shulardan foydalanib, ana shu oyoqlarga paytavani o'rab olishib, paytava ham chiqib ketmasligi uchun daraxtni shu qobiqlarini eng haligi ingichka nozik yupqa joylari bor. O'shandan ip qilib boylash bo'lgan ekanlar. Вот. Спасибо большое. Спасибо. А теперь Валенки тоже хотите? Да, endi bu valenka qishda ilgari biz ham yoshligimizda juda qalin qor yog'ar edi-da. Biz o'zbeklarda buni piyma ham deydi. Piyma ham deydi, valenka deb endi ruslarda aytiladi. Bu bizni shu qo'ylarning yunglari bor, shunlar. Qo'yni yungidan, boshqa joylarda tuyani yungidan olinadigan o'sha nima yungdan tayyorlanadigan valenka bo'ladi. Bular ham shu rus xalqiga, rus millatiga mansub bo'lgan poyabzallardan bittasi. Ular shu narsani biz kiygiz qilamiz, haligi namat deyiladi, kiygiz deyiladi joylarda. Ana shu namatlarni biz palas o'rnida foydalangan bo'lsak, bularda poyabzal sifatida foydalanilgan va hozir ham Sibir taraflarida сейчас тоже есть, Есть еще как производство по-новому. Еще сейчас красочные делают, разрисованные. Красивые. Gullari bilan, hozir hamada chiqayotganlari shunaqa prosni qilib, haligi mustahkam qilib hozir to'qilyapti hozir ham. O'sha Rossiyada ko'rishimiz mumkin. Mana shu narsa oyoqni ham issiq saqlagan, ham nam o'tkazmagan buni tagida. Shunaqa narsalar oyoq shularni kiyib yurgan odamlar sog'lom bo'lgan ham, hozirgidaqa emas. Avvalgilar sog'lomroq bo'lgan bu mana shu. Сейчас эти валенки специально на производстве делают, специально для
не только иностранцев, а для людей, которые ничего про них не знают, их разрисовывают специально, красивые делают. И они с собой не как сувенир, а именно в них выезжают, и в них фотографируются, и с собой все это увозят, для того, чтобы можно было носить их у себя на родине. Так, ну, теперь перейдем. Про самовар давай. Про самовар? Все знают, что, может, переводить будете, да? Что родина самовара является Россия. Делают их в разных городах, но самые знаменитые самовары – тульские самовары. Да, и самовары бывают разных размеров, от вот таких вот небольших самоварчиков до, значит, ну это сувенирные самовары, до гигантских размеров самоваров на несколько сотен литров. Ну тут у нас один пока, вот такой натуральный, настоящий самовар. Да. Самоварlar Россия hisoblanadi. Именно Но тульский, 50 сейчас, годов. раньше их топили дровами, углем, сейчас это уже современный электрический самовар. У нас тоже дома есть вот. Да? 50-х годов, я поэтому Да, говорю, у вот нас такие вот тогда я это было специально- популярно уже. Я специально А вот сохранила. есть еще самовары, которые огромные, большие, это на электричестве. А раньше прям на дереве же было. Сапог одевали. Да, сапог одевали, прям качали специально воздух для того, чтобы можно было. А потом еще и чайник сверху ставили. И еще какой заварочный, вот видите, вон какие красивые. Они расписанные, между прочим. Но это уже сувенирные самовары. Сувенирные. Да, есть в России несколько городов, где занимаются как вот в Узбекистане Рештан. Росписью, да? Да, роспись. В России это гжель, если кто-то слышал. Гжель. И там расписывают, да, тоже народными узорами самовар. Но это уже, конечно, из него чай не попьешь. Но как сувенир поставить где-то красиво. На столе очень же красиво, когда поставишь, а потом из чашечки или из блюдечка. Как помните, знаменитые художники, когда рисовали барышень, и у них и блюдечко было, и дули на это блюдечко специально, из самовара наливали чай, разливали. Да, вот, пожалуйста. Вот рисунок синий, и вот у вас там, видите, тоже красивая вещь. Это обязательно в каждом доме синий было. цвет это гжель. Вот синий с белым. Да, синий с белым, именно синий с белым. Это Поэтому, белое. вот посмотрите, там петушок и курочка, это национальные герои во всех сказках. Почему говорят курочка и петушок? Для того, чтобы это на счастье дарили. Вот точно так же, как лапти. Когда люди женились или выходили, молодоженам обязательно вот такие вот лапти и вот такие вот курочек и петушков специально дарили. Оно было как талисман для дома. Вот если это на кухне вешалось, то вот в лапти кидали соль, кидали сахарок, кидали кусочек чего-нибудь для того, чтобы можно было сказать, чтобы молодожены, которые в этом доме, чтобы они жили, чтобы у них было здоровье, благоденствие, мир и лад. Почему так и говорят? Поэтому вот эти петушки и курочки, это тоже было о здоровье, о том, что семья была крепкой и дружная. Samavara yani kelinlarga sovg'a sifatida berishgan ekan. Молодец, mana. Перевод, Молодец, перевод. давай. Расскажи. Nima so'lingan ekan ichiga? Mulchiga shularga tuz, nimadir shakar, kelinlar sovg'a Видите? Мой студент. Молодец. Bular atayda sadarlik sifatida berilgan ekan, sog'lash uchun. Duo nima? Tumor. Tumor sifatida mandaqa kichkinagina podarkalar har doim berilgan ekan. Yoshlarga yoki qanaqadir bayramlarda imенно mana shunaqa ko'k rangda podarka qilish judayam yaxshi hisoblangan ekan. Baxt, omad keltiradigan tumor hisoblangan ekan. Когда в дом еще молодожены приходили, точно так же, как у нас говорят, кошку запускают, петушка туда, курочку, сразу зерно кидают, чтобы и денег много было. Именно в дом. Это сделано... Это не дерево. Нет, это фанера. Нет, это фанера. Это деревянные, тонкие деревянные дощечки, да. Шкатулочка. Обработанные особо, выжигаются особым способом. Так, ну это сувенирная продукция, а вообще шкатулка есть такое понятие, сейчас ее раньше использовали для хранения драгоценностей каких-нибудь там. В каждом Женщины доме были серьги вот эти, хранили, там Здесь кольца есть хранили.
Здесь уже Ручная работа, да. У нас тоже в Радгороде. Так там, посмотрите, там даже белочка нарисована. Ну, как вспоминаете, может быть, Пушкина кто-нибудь помнит? Помните из сказки? Белочка под елочкой сидит, орешки грызет, а орешки непростые, все скорлупки золотые. Ну, это к нам из Сибири. Да. Это приезжают гости и тоже привозят, потому что они видят, как у нас здесь музей огромный, красивый. Поэтому все самое лучшее тоже сюда везут. Везут для того, чтобы подарки у нас тоже были. Вас больше стало. Да, а поэтому мы говорим, гости приезжают, да, потихонечку. Вот матрешки. Этот символ России знают все. Да? Это национальная игрушка, матрешка. Ее главная особенность этой матрешки, Лариса Анатольевна, это когда мы открываем, она разборная, открывается, и внутри находится еще одна матрешка. Одну матрешку открыли, еще одна пришла. Как чертенок. Открываем еще одна. И вы думаете, что все? Нет, открываем еще. Там линейка маленькая. Да. У нас 8 штук. Вот большие матрешки там до 10. Прям до 10 вот так вот выстраиваются они. Ну, А особенно здесь дети, когда то же приходят, то Открываем и так далее. Rossiyadan qalbdaligini bilasiz, ha? Har bitta regionda o'ziniki uzr bo'ladi, chiziq, o'ziniki. Bu masalan, Xalid deganda tilla qizili bilan bo'lish kerak. Mana ichqaroqda har xil. Bu xudojnik o'zi rassomchilik o'zi chizadi. Mana uni tilla qizil bilan albatta bo'lish kerak. Mana shu kiyimlarda, mana shu matryoshkada samovar chiziq bo'lsa, u ham masalan g'jel bo'lganda kunkuz и o'q. Mana palec bo'lganda qizil tili bilan. Mana shu matryoshka ham 6 ta region bo'yicha. Vyatka, Polxov, Maydanskiy, g'jel, Kraxlama, nimada to'g'ri chiziq. U loshka chizsa, bu ham bir xil bo'ladi. Ага, просто вот как регион, они все делают в этом. Платье, это обязательно каждый использует свою краску. Все эти регионы. Har qaysi vohani vodiyga o'ziga yarasha rangi bo'lar ekan. Urf-odati bo'lgandek. Именно masalan xorazmliklar o'zini kiyimini, o'zini liboslarini kiyadi. Hamma narsa o'ziga moslaydi. Masalan, Farg'ona vodiysi ham o'ziga yarasha atlas kiyadi, atlasli ro'mollar boshqacha, kiyim choponi ham boshqacha. Xorazmliklarniki boshqacha, Samarqandliklar, Buxoroliklar boshqacha. Xuddi shunaqa mana shu matryoshkalar, mana shu kiyimlar, mana shu nimalar ham o'ziga yarasha kiyimlar ham rangi, mana shunaqa tilla nima ishlatadigan kraskalar ham hammasi bir xil bo'lar ekan. Tushunarlimi? Mana masalan bular Kareliya. Bu Finlyandiyaga yaqinroq. Bilasizmi? Bular qiz bolaniki. Mana sochi ochilishi mumkin. Mana нет, вид. Вот это близко к Финляндии. Финляндия yaqinroq, да? Mana shunaqa bo'ladi. У них язык похож, с финляндским перемешанный у корейцев. Bularni ham Россия многонациональная страна, много народов проживает. O'rta Centralniy Rossiya deyishadi. Bu ham qiz bolaniki. Повязка bo'lishi kerak, buni ochilishi mumkin. Keyin ayol kishi bo'lsa, erga tekkan bo'lsa, hamma yo'g'ini bekitish kerak. O'zimizga o'xshab, shu yerdagi o'zbeklar ham o'xshab, hamma yo'g'ini bekitish kerak. Shu. Buni Южный регионы degani. U ham aytdim nimada? Har bitta regionda o'zining Касансай, Учкурган, Нанай, каждый в разном месте и точно так же получается. Moda это hozir bilib bo'lmaydi. Qaydan chiqdi, qachon chiqdi? Buni mana shu yerda choynak qo'ysa,
sovuq bo'lmasa, mana shunaqa baranya degani, baranya начальник deb, ana shunaqa ishlab chiqarishni boshlaydi. Тешин сохраняемся, да? Самое интересное, что это сделано из подсобного материала, это чулок. Там паты. Вы представляете, это специально из чулка. Вы представляете, как лица сделаны? Это наши мастера уже Евгения со своими ребятами делали. Вот именно из чулка. И специально сверху, потом горячий, песок. Чулок degani nima degani? Chulok. Chulok degani nima degani? Paypoq nasop. Paypoqda mashinaga o'zini xodimlari bajaribdi mashina. Tushunardingmi? O'zlari milliga moslab, yaqinlab, mana shu oyoqqa kiyadigan nasoklarimizdan moslab, chiroyli narsa bajarilibdi. Mana bu qo'g'irchoq. Bu bolalar o'ynatish, o'zi ayol kishi ishlari ko'p. O'sha paytda ham shundoq. O'shanga manaqa ot Bolalar uchun o'yinchoqlar yasalgan. любой birorta nimasi O'ydagi narsalardan olib bajargan ekan. Mana o'ynayveringlar, men ish qilaman. Mana shunaqa qo'g'irchoq. Buni qo'g'irchoq ozgina nimasi o'zgarish bo'ldi. Mana eda bitta qopcha. Unga guruch, grechka, u barakali chaqiradigan. O'sha. U ham shunaqa qiladi. O'yinchoq ham bo'lishi mumkin. Qadimda hali zavodlardan o'yinchoqlar chiqmagan paytda ayollar o'zlari bolalarini nima bilandir mashg'ul qilish uchun, xursand qilish uchun Bola mashg'ul qilishga sal kattaroq o'ziga, masalan, 7 yoshdan kirsa, o'zi bo'lishi nimasi, qilishi bilish kerak. bilish kerak. Da, потому что o'zi umaga qaraganda o'zi qilardi. O'zidan yana kichkinaroq nima ukalari bo'lishi mumkin. Shuning uchun 7 yoshga to'lgan qizlar bunaqa o'ydagi bor narsalardan o'yinchoq qilib bajarish, yig'ishni o'rganish va bilish kerak ekan. Ona o'sha kichkinaligidan o'rgatib qo'ygan ekan 7 yoshgacha. Kichkina ukalarini mana shunaqa qilib, mana shunaqa igrushkalar bilan ovuntirar ekan. O'ydagi bor narsalar, ilgari igrushka magazinlarda sotilmas edi. Mana shunaqa o'ydagi bor narsalardan bajarilib, ukalarga qo'liga berib, o'ynatib turar ekan. Keyin mana buyuk ipak yo'li hammasi eshitganmiz, mana shu buyuk ipak yo'li orqali madaniyat, aqabaqqa almashishi boshlandi. O'shanga masalan ba'zida rus milliy, именно milliy kostyumda o'zbek adras bo'lgan ikat o'zim ko'rganman, bekasam ham ko'rganman. Ishlatildi. Marvarid o'shani boshlandi. Nimasi? Bir-biriga almashish boshlanibdi-da. Urf-odatlar, qadriyatlar o'zi asli har bitta millatda nima qiladi? O'zida qolmaydi. Har qaysi millat bir-biridan o'rganadi, nimadir oladi. Shuning uchun buyuk ipak yo'lida ham xuddi shunaqa almashish juda ko'p bo'lgan ekan. Endi sizlar bilasizlar, Xitoydan boshlangan buyuk ipak yo'li Ispaniyani eng qadimiy Maris Usmanovich qaygacha yetib bordi? Valensiyagacha yetib borgan. Bugungi kunda Maris Usmanovich продолжает так. Valensiya shahrida hozir buyuk ipak yo'lini katta arxivi bor, saqlanib kelgan. Hammani mana agar oliygohda o'qiysizlar, bu tarixni yaxshi bilishimiz kerak. Buyuk ipak yo'li qachon boshlangan? Savol bera olasizlar, qayerda, qachon? Kim biladi? Qachon boshlangan, qayerdan boshlangan, qaysi shahardan boshlangan? Buyuk ipak yo'li tarixga qiziqqanlar bormi? Masalan, hozir men aytib berishim mumkin, lekin qiziqqan shaxs o'zi shu narsani o'qib bilib oladi. Chunki mana biz Madrid shahrida bo'ldik, shu buyuk ipak yo'li haqida biz so'z boshladik. Hamma yo'l O'rta Osiyodan, ya'ni O'rta Osiyodan boshlangan, Markaziy Osiyo, Samarqand, Buxoro va hokazo Qozog'istondan o'tib to Yevropaga, ya'ni
bitta yurish Xitoydan O'rta Osiyoga borib kelish 12 yillik jamlagan. 6 yil, 6 yil. Ketinasa Xitoylar bunga sabr qilmasa yo'lda davom etgan Yevropaga. Shunday shu bois Valensiya shahrida shu Buyuk Ipak yo'lining katta arxivi, muzeyi saqlanib qolgan. Hattoki u o'zimda ham bor, lekin juda faxrlanadi ispanlar. Именно bularda eng oxiri Buyuk Ipak yo'lini hamma to'plangan idish tovoq birinchi Xitoydan boshlangan. Xitoydan Buyuk Ipak yo'li boshlangan. Bularda именно hech qayda bo'lmasa, даже Xitoy o'zida ham bo'lmasa, ammo lekin Valensiyada hozir mana shu arxiv saqlanib, eng buyuk nima ko'rsata olmayman hammaga, lekin arxiv saqlanar ekan. Bular faxrlanar ekan bunaqa arxivi bilan. Mana shunaqa. Вот еще один у нас товарищ есть, который в каждом доме, да, находится. Они разных форм бывают. Вот они как сувенирные принадлежности вешаются. Но домовой – это самый главный человек в доме. Да. Без домового никуда. Потому что он, во-первых, стоит самый первый, кто бы ни заходил в дом, он сразу же говорит, он встречает, его никто не видит. Он без одного, как человек-невидимка. Но он знает, какой человек заходит в дом. Если человек заходит с хорошими мыслями, и домовой великолепно встречает людей. Если он знает, что человек с черной душой, он сразу же показывает всем своим видом. Он, например, у этого человека может пиалушка упасть, или он просто споткнется и вперед носом упадет, и хозяин сразу же видит, кто к ним заходит. Вот такой домовой. У него, если можно посмотреть, вспоминайте детские сказки наши при Советском Союзе, я не знаю, сейчас ребята знают или нет, но раньше был Нафаня, и вот он был маленький, какой противный был, один добрый был. Вот на Фане он ходил везде с веником. Вот здесь вот тоже примерно такой же, как наш веник. И вот этим веником он распугивает, во-первых, всех, кто в доме есть. А еще для того, чтобы домового привлечь к себе и сказать, чтобы в доме все нормально было, говорят, как животным блюдечко ставишь с молочком, вот домовому ставишь конфетки, сахар, молочко, обязательно в какой-то определенный день. И вот этот день растягивается на целый год. Вот у домового, у него даже для того, чтобы, как у нас у узбеков, у мусульман, красный перец есть, горький, калампыр. Вот, этот калампыр у него тоже везде есть, он с этим калампыром. Сразу же и запах дает, и человек сразу же чихать начинает, если вдруг что-то ему не нравится. И вообще у домового, вот посмотрите, здесь вот маленькая вот такая красненькая штучка есть, Божья коровка. Почему говорят Божья коровка? Она точно так же от Бога, как ангелочек, прилетает вместе с домовым к себе домой. Поэтому вот кто такие домовые. Домовые у каждого есть в доме. Это все равно, что как тумор на счастье. Поэтому вот у каждого домового есть имена. Так же, как у ангела. Вот этот домовой, он даже специально вешается, вот здесь вот у него мешочек. В мешочек можно сложить все самое лучшее. Вот этот Матвей, он говорит, я от всех домовых самый добрый, поэтому будет беречь и дом, и вас в этом доме. Поэтому это ангел-хранитель в doме. Как талисман, да. Har qaysi o'yi egasi bo'ladi, O'y egasi. O'y egasi bo'ladi, uni biz ko'rmaymiz. U farishta sifatida, farishta sifatida o'y ichida yuradi, yaxshi odam, yomon odammi kelganini o'zi sizlarga bildiradi qanday qilib. Yomon bo'lsa, обязательно kelgan odamni qo'lidan nimadir tushib ketadi. Shunda sizlar sразу bilasizlar, ha, bu odam uncha yaxshi emas ekan. O'yga yaxshi fikr bilan bizga kelmagan ekan deb aytiladi. Har doim bu yaxshilik, baraka olib keltiradi va o'yi himoya qilib turadigan birinchi ko'rinmaydigan nima bo'lar ekan? O'y egasi bo'lar ekan. Mana bizlarda o'zbeklarda, musulmonlarda ko'z tegmaslik uchun nima qilinadi? Qalampir ko'z tegmaslik.
Число, веник самый первый. Почему у нас говорят, веник прямо на пороге лежит, чтобы сразу же все плохие мысли у людей уходили. Голову обязательно пробивают. Подковку обязательно, да. Всё. Ну и шапки вот у нас, просто мы показали, у нас у мужчин национальный костюм обязательно на кепке должно быть обязательно цветок, чтобы был. А это отличительный знак каждого мужчины, то что я самый красивый. Молодых это модно. Да, это модно, да. Мы их всех просим тюбетейки одевать, они кепки одевают. Тюбетейки наш национальный. И что, они никто тюбетейки не одевает? Еще как одевают? Понедельник, пятница. Kepka kiyishsa, yechmaydi. Kepka bizni hozir do'ppini o'rniga bosadigan bosh kiyimimiz bo'lib qolgan, to'g'rimi? To'g'ri-da. Endi yangicha do'ppida shunaqa O'zinglarga nimadir oldinglarmi? Nimadir yangilik oldinglarmi? Rus madaniyati bilan tanishib oldinglarmi? Qayerlardadir shu ayb beradigan darajada sizlarda nimadir bir taassurotlar qolgan bo'lsa, biz bundan xursandmiz. Bugungi darslarimiz juda ham chiroyli o'tdi deb o'ylayman. Bu sizlar uchun butun umrga qoldi bu taassurotlar sizlarda. Hadeb auditoriyada dars o'tavermay, mana buni bu joylarda ham darsimiz mana shu rus madaniyati bilan tanishtirish darsi bo'ldi bugun. Sizlarda fikringlarda yaxshi bir rus madaniyatiga nisbatan yaxshi fikrlarda chiqasizlar bu yerdan degan umiddamiz. Uyga vazifa qilib, mana shu joyda rus madaniyatida nimalari borligi, nimalar bilan mashhurligini men dars paytida sizlardan so'rab olaman. Unga sizlar essay yozib kelasizlar. Meni gruppam tushuntira oldingmi? Ana uchrashuvning yakuni bizada lagancha deyiladi, tovoq bo'ladi. Mana shu hamma millatlarda mavjud. Пожалуйста. Вот, знаете, что хочется сказать? У нас приезжают гости, и даже если мы сами выезжаем, мы обязательно с красивыми, интересными местами, из какого бы города мы ни приезжали, мы обязательно привозим оттуда вот такие тарелочки. Вот тарелочки расписные они. И посмотрите, они у нас городами. У нас есть Саратов, у нас есть Ижевск, у нас есть Ленинград, Санкт-Петербург, Москва. Самое интересное, что на этих ляганах разрисовано. Вот посмотрите, если художники и мы, есть зимние пейзажи, есть летние пейзажи. Вот здесь вот, например, нарисованы, посмотрите, там нарисованы и сказочные персонажи, и картины. Обязательно сани. В санях едут люди, которые с удовольствием поют песни. Это зима, холодно, на этом холоде великолепно можно, говорит, двигаться. А вот здесь вот в Ижевске наш... Когда вот смотрите, когда у нас, у русских называются храмы, у мусульман называется мечети. Вот наша мечеть, которая есть, знаменитая, какая она красивая, да? И на ней маковки прям блестящие, желтые, из любого места видно. Вот точно так же, вот, например, вот здесь вот изображен храм, именно самый большой храм в этом городе. О чем он говорит? Так же, как храм Христа Спасителя. Вот у нас только недавно был праздник воскресенья и Пасха. И вот из храма Христа Спасителя, который восстановили в 2000 году, там как раз-таки были наши и президенты, не наши, а российский президент, все знаменитые люди, просто обыкновенные люди. Вот они там стояли, вот такие храмы, где золотые маковки, золотые купола, огромные, красивые, можно мелодии было услышать. Именно на Пасху, на этот праздник, колокола исполняют те мелодии, которые в течение года ты не слышишь. Вот именно только на Пасху. И вот поэтому в городах, если мы приезжаем, там самое главное, есть и место, которое имеет значение для города, рисунок, и самые главные места, которые можно посетить. Поэтому вот это вот у нас Ижевск. Kimdir endi o'zingni taassurotlaringlarni eshitib ko'rganlaringni bo'yicha mana bu chiroyli bizni urf odatlari bilan tanishtirganlarga nimadir gapirmoqchi bo'lsanglar gapirib qo'yinglar, bitta so'z. Bolalar nechta
Gapiradi, hayajon. Fotografия tilida, o'zbek tilida ham bo'laveradi. Kim хочет? Ravon o'zbek tilida yetkazishadi. Ancha taassurotga ega bo'ldik rus madaniyati haqida. Bizga shunday ko'rishga muvaffaq qilganlar uchun sizlarga ham katta rahmat. Shuncha harakat qildilar mana bizga tushuntirib berishga. Bu yoqda ruschada tushuntirishib, bu yoqda o'zimiz so'zdan perevod qilib berishdi. Ularga ham alohida rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Shuncha Благодаря вашим педагогам вы все поняли. Спасибо вам огромное. Мы не первый раз в гостях у вас. Мы благодарим вас за чудесное знакомство с русским народным фольклором, можно сказать, с традициями, с обычаями. И я думаю, что наши студенты сегодня получили большой стимул, большой толчок к тому, что еще лучше будут изучать русский язык. И они познакомились действительно уже наяву со всеми вот инструментами, с обычаями, с культурой русского народа. Да, ребята? И думаю, что еще больше стали уважать русский народ, увидев вот эти все собранные здесь большую коллекцию именно русского народа. Вот эти ложки, эти куклы, эти чайники, это все говорит о вашей ответственной работе, как вы действительно любите продолжать эту традицию, нести именно эту культуру русскую в народ, узбекский народ, который действительно будет еще больше чтить и уважать. Спасибо вам большое от имени наших студентов. Я думаю, что мы большой позитив получили от сегодняшней нашей встречи с вами. Спасибо вам большое. А вы приходите к нам на поздравления, поэтому можете прийти и послушать. Сейчас у нас есть ансамбль, мы будем петь военные песни, мы будем поздравлять ветеранов, поэтому милости просим. Спасибо. Спасибо, до свидания.